Я продолжаю писать карту дня на 5 марта. Это суббота. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, да, это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужна первая часть. Ссылочку на нее, да, вы можете найти под этим видео в описании. Да, то есть вы переходите в описание, там есть ссылка, нажимаете, переходите на первую часть. Или же можете мне в комментарии ответить, написать, да, что вам нужна первая часть, я вам тогда ее ссылочку эту сброшу. В общем, вот такая информация для вас. Так, продолжаем смотреть события для весов. 5 марта. 5 марта. Покажите мне события для весов. Что ждет моих зрителей весов 5 марта в субботу? Смотрите, ага, тут и мешочек, и книга. Но я первый мешочек увидела. Смотрите, если вы увидели, как и я, мешочек первый, тогда это траты. Да, то есть траты, ну, события, связанные с деньгами. Если вы увидели первую книгу, тогда это посещение какого-то госучреждения в этот день. Какой-то госструктуры, да. То есть может так быть. Но я первый мешок увидела. Событие в месяце может быть в этот день, то есть что-то, что повторяется с вами каждый месяц. Да, вот это событие будет 5 марта. Ключ нельзя. Змеи, завистники. Вы в этот день можете столкнуться с какими-то завистниками своими. Можете получить хорошие новости. Шарики. Ножницы нельзя. Исполнение желания. Бабочка – это деловые отношения. Могут какие-то еще, можете какие-то рабочие вопросы в этот день решать. Так, смотрим теперь здесь. Интимная связь. Кровать выпала. Может быть. Может быть, тайный секрет какой-то откроется. Замок, либо что-то будет закрыто, как вариант. Да, то есть что-то не получается. Вот вы хотели что-то получить, а не получается, потому что стоит замок. Так, смотрите. Перечисляю, что у вас выпадает на субботу. Деловые отношения, траты, события, которые повторяются каждый месяц с вами будут в этот день, завистники в вашем окружении, хорошие новости, исполнение желания, интим и... Ну, тайна, секрет, да, первый вариант. То есть вы узнаете какую-то информацию интересную. Или второй вариант – это что-то закрытое для вас. Да, то есть какая-то преграда, еще можно так сказать. Вот такой у вас день. Видите, тут намешано, да, то есть много всяких событий у вас. Интересный день будет. Благодарю за внимание. Перехожу к Скорпиону. Так, Скорпион, смотрим, скорпиончики. 5 марта. Покажите, пожалуйста, для моих зрителей скорпиончиков события, которые произойдут 5 марта в субботу с ними. Покажите мне, скорпионы.
Первая неприятность сразу. Какая-то ситуация, которую нужно будет постараться избежать. Ножницы, решение каких-то вопросов будет в этот день. Подарок. Прекрасное настроение, видите? Неприятность точно это быстро решается, либо вы ее вообще избежите, потому что есть солнышко, да, показывает, что вы довольны. Завистники. Конфликт. Мечи. Может быть, завистниками, кстати, как вариант, да, то есть какими-то злыми языками. Люди, которые, да, своим злым языком что-то сказали, а вы не стерпели, да, и получился конфликт. Или месть может показывать, может быть, раньше был конфликт, и вы сейчас, да, вот как-то реагируете на него. Обман. Ну да, либо конфликт из-за обмана, то есть вас раздражает, да, вот это вот неправда, да, то есть вы понимаете, что это неправда и конфликт. Так, смотрим периметр. Ожидание еще может быть. Может быть конфликт из-за какого-то ожидания, не знаю. Или в процессе ожидания где-то, да, вот. Ожидание. События в месяце. Еще может быть что-то, что повторяется с вами каждый месяц. Ну, может быть в этих числах, бывает и нет, да, то есть, ну, однозначно какие-то повторения. Каждый месяц это с вами происходит. Смотрите, да, то есть событий много, половина из них показывает, что нужно бороться, понимаете, вот у скорпиончиков, как всегда, вся жизнь борьба. Неприятность сразу, первая выпадает, неприятность, поэтому что делаем, да, то есть делаем что? Каждый шаг перепроверяем, особенно если куда-то надо уезжать с утра, да, то есть нужно заранее вставать, все проверять, все контролировать. Если вы куда-то едете, обязательно узнаете, ждут ли вас там, да, будет ли эта встреча, все ли там открыто. То есть вот нужно максимально предотвратить, да, вот эти все ситуации, которые возникают. Все проверять, что с собой берете, можете что-то забыть, потом возвращаться. В общем, ну, какие-то такие ситуации. Дальше показывает, решается вопрос, подарок. У вас появляется отличное настроение, поэтому я думаю, что с этим вы разберетесь, да, или избежите. Появляются какие-то люди с длинными языками, да, которым надо вот, которым вы этот язык захотите отрубить, да, этим мечом, то здесь будет конфликт. Затем идет ожидание, может быть обман, кстати, вот неприятность может еще проиграться как обман, да, то есть вас обманывают, поэтому опять же все перепроверяем, все контролируем, никому не доверяем. И события в месяце. Да, то есть что-то, что повторяется каждый месяц, еще произойдет. Так что вот такой будет очень насыщенный, очень активный день, да, где нужно будет быть постоянно начеку. Чего вам, да, и желаю. Благодарю вас за внимание. Перехожу к стрельцам. Так, смотрим. Стрельцы. 5 марта. 5 марта. Стрельцы. Покажите, пожалуйста, для моих зрителей стрельцов 5 марта. Что за события будут происходить в этот день?
Два сердца, любовь. Все хорошо будет в личной жизни у вас. У кого нет, может быть знакомство, да, появление этой самой личной жизни. Так, госучреждение, госструктура, да, вы можете в этот день посещать. Завистники, змеи, да, в вашем окружении. Обман. Кто-то попытается вас обмануть, поэтому будьте внимательны и осторожны. Так, и смотрим периметр. Нет. Нет, не вижу по периметру. Получается, у вас 4 события. Это любовь, да, то есть все хорошо в личной жизни. Это посещение какого-то госучреждения, да, то есть госструктуры. Это обман и люди с длинными языками, да, которые будут пытаться вас как-то вот задеть, понимаете, что-то сказать обидное, да, вот как-то вас тронуть. Так что смотрите, да, держитесь подальше от таких людей. Не ввязывайтесь, да, не идите на эти провокации. И обман. Следите за каждым действием. Кто-то попытается вас обмануть. Может быть, как вариант, конечно, в казенном доме, но это не факт. Да, то есть они могут и отдельно проиграться. В общем, просто будьте осторожны. Тогда, возможно, вам удастся избежать этого обмана. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Так, козерожки. Пятое марта, суббота, события дня. Для моих зрителей козерожек. Покажите мне, пожалуйста, что будет происходить у них в субботу 5 марта. Смотрите, у вас исполнение желания, первое событие. Да, уже хорошее начало дня. Затем может быть разлука, расставание с кем-то. То есть вы можете кого-то провожать, да, с чемоданом. Ожидание. Или сами можете уезжать с чемоданом, да, например, в зале ожидания ждете отправления. Или ожидаете с кем-то. Друг, общение, друг, встреча. Сильные переживания могут быть. Ну, пока я не вижу, конечно, повода, если только вот расставание вот это, да, с человеком вызывает очень сильные эмоции. Да, например, кто-то у вас гостил и уезжает, и вам как бы, да, вот доставляет это боль.
замок закрыто, что-то может быть закрыто для вас, или откроется какая-то информация, какой-то, ну, секрет, тайна, да, то есть что-то, чего вы не знали. Так, по периметру не вижу совпадений ни по горизонталям, ни по вертикалям. Получается, у вас выпадает ожидание в этот день, у вас выпадает разлука, расставание, исполнение желания, общение с другом, подружкой. Открывается какая-то тайна, какой-то секрет и очень сильные переживания. Ну вот когда, смотрите, когда переживания выпадают отдельно, да, от основных событий, часто так бывает, что вот это переживание не касается, да, ваших событий. То есть, возможно, это просто какая-то новость по телевизору, да, то есть либо кто-то что-то рассказал вам, да, то есть вас это очень сильно тронуло, но вы через, допустим, там 15 минут уже об этом забыли, да, то есть иногда вот так проигрывается, то есть что-то, что очень трогает, но это не касается вас лично, но это очень цепляет, так что может даже и так проиграться. В общем, вот такая информация у меня для вас, козероги. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Сейчас будем смотреть, что водолеям приготовил этот день. Так, водолеи. Водолеи, 5 марта. Покажите мне, пожалуйста, для моих зрителей водолеев, что их ждет 5 марта в субботу. Какие события будут происходить в этот день для них? Покажите мне. Смотрите, у вас могут быть какие-то колебания, сомнения в этот день, да, то есть что-то вызовет у вас вот эти сомнения. Да, нет, делать, не делать, ехать, не ехать, идти, не идти, да, то есть в таком плане. Ссора может быть небольшая, или метла еще иногда показывает уборку, да, то есть может и как уборка проиграться. Скользкое дело. Это какое-то предложение очень заманчивое, но там есть подвох, да, то есть это обман. Вас пытаются обмануть, что-то преподносят как конфетку, а там на самом деле точно не конфетка. Поэтому будьте осторожны в этот день со всякими, знаете, предложениями к вам заманчивыми. Сундук, прибыль, может быть поступление финансов, денег. Якорь показывает, что вы где-то проводите много времени в одном месте, да, то есть где-то заякоритесь. Так, смотрим периметр. Нет, теперь вертикали. По вертикали нет, 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 нет. Цыпленок есть. Цыпленок – это событие, связанное с детками. То есть в этот день, скорее всего, вы какое-то время проведете с детьми. Возможно, по якорю много времени проводите с детьми. Это могут быть не ваши дети, да, вот если у вас детей нет, это могут быть, допустим, там крестники, племянники, внуки, дети друзей, да, например, встретились и в компании есть дети, то есть вокруг вас будут дети крутиться. Так, смотрите, что получается. Колебания, сомнения получается у вас. Потом метла – это уборка или ссора, ну небольшая, ссора небольшая, такая, знаете, чуть-чуть, да, повздорили, помирились.
Дальше скользкое какое-то предложение, от которого точно нужно будет отказываться. Прибыль. И вы проводите много времени в одном месте, скорее всего, в компании детей. Да, то есть шумно, весело, задорно. Вот такая информация, водолеи. Самое главное избежать, да, вот этой рыбы, чтобы вас никто как рыбку на крючок не посадил. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Перехожу теперь к рыбкам. Смотрим, рыбочки, что у вас будет. 5 марта. Покажите мне, пожалуйста, какие события произойдут у моих зрителей рыбок 5 марта. Что будет происходить? Какие события? Ой-ой-ой, поразлетались. Какие события будут у рыбок происходить? Сейчас посмотрим, очень интересно. Ожидание. Первое сразу же событие. Приходится кого-то или что-то ждать. Друг. Возможно, подружку друга. Приглашение вы получаете, вас куда-то зовут. Колокольчик нельзя. Гости. Вот куда вас зовут. В гости. Приглашение в гости. Возможно, друзья зовут. Да, и вы вот ждете целый день этого события. Может быть, так у кого-то проиграется. События в доме. Либо, смотрите... Ну, в принципе, да, то есть приглашение можно еще получить от кого-то из родственников, да, то есть в доме имеется в виду не обязательно у вас в доме, а во всей вашей родне, да, большой. То есть от кого-то может поступить приглашение, да, и вам надо будет идти в гости. Угу, смотрим периметр. Здесь нет. Смотрим теперь вертикали. Нет, нет. Не могу. Получается, череп сделать не могу. И эта карточка зафиксирована, и это я их не могу переставить. Поэтому череп нельзя. Здесь нету. Ну, у вас, знаете, такой настоящий выходной, да, в субботу получается. Смотрите, общение с друзьями, ожидание, приглашения, гости, события, да, то есть какое-то будет событие, и все, вот видите, все другие события крутятся вокруг этого события, да, то есть это гости, вас сюда зовут, да, то есть вы ждете этого, скажем так, приключения, ну, возможно, еще пообщаетесь с другом, с подружкой в течение дня. Так что настоящий выходной, рыбки. Подождите, события в доме. Может быть, это у вас, ваш день рождения, 5 марта. Я поздравляю, рыбки, у кого день рождения будет, да, сегодня, вот 5 марта. Желаю вам исполнения вашего самого-самого заветного желания, да, чтобы Вселенная подарила вам то, чего вы очень сильно хотите. Может быть, это будет у вас событие, да, вы приглашаете гостей, ждете гостей. Ожидание гостей. Вот видите, уже в последний момент до меня, как говорится, дошло. Друзья, да, то есть вот приходят друзья, близкие люди, друзья. Так что вот так вот. Скорее всего, к вам придут гости, а не вы пойдете в гости. Благодарю вас за внимание и, конечно же, жду вас на своих новых видео.